Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О состоянии законности и правопорядка расширенная коллегия Генеральной прокуратуры состоялась в Сухуми. Один из ключевых свидетелей, Зухраб Шинкао, опроверг свои показания. Продолжаются заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Возвращение легендарного проекта «Новый сезон» «Апсный стар» стартовал накануне на сцене Абхазской государственной филармонии. О состоянии законности и правопорядка расширенная коллегия Генеральной прокуратуры состоялась в Сухуми. В работе коллегии приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. О состоянии законности и правопорядка в республике за 2022 год в расширенном докладе рассказал первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния. По его словам, управлением и районными прокурорами по надзору за исполнением законодательства выявлено 192 нарушения законов республики. В целях устранения выявленных нарушений внесено 90 представлений. Аналогичный период прошлого года – 108. К дисциплинарной ответственности было привлечено 13 лиц. Принесено 31 протест. Аналогичный период прошлого года – 26. К административной ответственности 31 лицо напротив 26. Предостережено о недопустимости нарушения законодательства 37 лиц. Аналогичный период – 77. Направлено в суд одно исковое заявление. Для принятия процессуального решения Управлением по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры направлено в Следственное управление Генеральной прокуратуры 3 материала прокурорских проверок. Мерами прокурорского реагирования бюджету организациями возмещено более 85 миллионов 139 тысяч рублей. Существенные нарушения выявлены при проведении проверки в части приватизации госимущества, а именно нарушение процедуры приватизации недвижимого имущества. Так, проверкой, проведенной в администрации Гагарского района, установлены факты реализации муниципального имущества физическим и юридическим лицам путем прямой продажи в нарушении статьи 10 Закона о приватизации республиканской и муниципальной собственности, не предусматривающий данный способ приватизации. Нарушение порядка приватизации объектов выявлены и при проверке администрации города Сухум. Так, в ходе проверки установлены факты реализации администрации города Сухум имущества объектов историко-культурного наследия в нарушении норм закона Республики Абхазия об историко-культурном наследии, в соответствии с которым объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат. Также установлены случаи несвоевременного зачисления отдела муниципального имущества и приватизации администрации города Сухум средств, поступивших от покупателей за приватизацию муниципального имущества на соответствующий счет бюджета города Сухум. По результатам проверки на выявленные нарушения законодательства внесены представления об их устранении и недопущении впредь в администрацию Гулирипского Сухумского района. Подготовлены проекты представлений в администрацию города Сухум и Гагарского района. Наряду с проведением плановых проверок и рассмотрением заявлений граждан, прокуратура проводит значительный объем работы по материалам контрольной палаты и иных контролирующих органов. За отчетный период Управлением по надзору за исполнением законодательства проведено 12 неплановых проверок по материалам контрольной палаты Республики Абхазия, Министерства по налогам и сборам, муниципального учреждения контрольно-ревизионного управления администрации города Сухум, МВД и СГБ, иных организаций. В производстве находятся 2 материала проверки. По результатам проверок Следственное управление Генпрокуратуры для принятия процессуального решения направлен материал проверки в отношении 2 индивидуальных предпринимателей по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 168 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Внесено 3 представления, объявлено 2 предостережения, возмещено 4 миллиона 902 тысячи рублей. Оценивая состояние преступности в стране, остановлюсь на том, что вызывает беспокойство применительно к динамике и структуре. В условиях незначительного увеличения числа зарегистрированных преступлений в 2022 году правоохранительными органами Республики Абхазия
зарегистрировано 795 преступлений, что на 72 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных в 2021 году преступлений составляло 723. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в городе Сухум на 83 единицы. Сегодня угрозу государству и обществу представляют преступления против основ конституционного строя и безопасности, подчеркнул Дамир Квицыня. Одним из больших достижений оперативного подразделения Службы государственной безопасности за анализируемый период является результат длительной работы, приведший к установлению уроженки Грузии, постоянно проживающей на территории Республики Абхазия, села Набакеви Галского района Такаландзе, занимавшийся период с сентября 2021 года по заданию иностранной разведки сбором передачи представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную военную тайну в отношении разведывательных устремлений Службы государственной безопасности Грузии. Уголовное дело окончено производством, находится на рассмотрении в Верховном суде Республики Абхазия. Следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры за 2022 год окончено производством 8 уголовных дел, которые направлены в суд. В ушедшем году значительный общественный резонанс вызвали расследование следственной частью Следственного управления Генпрокуратуры уголовные дела коррупционной направленности в отношении экс-министра культуры Республики Абхазия Агырба Гудисы Эдуардовича по 2 эпизодам хищения имущества Министерства культуры Республики Абхазия в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения, и в отношении Джинал Надира Ревазовича, оказавшего пособничество при совершении данных преступлений. Преступные действия по хищению бюджетных средств были сосредоточены при закупке для нужд Министерства культуры звукового и светового оборудования. Условием для совершения данных преступлений явилось отсутствие надлежащего контроля при санкционировании расходов указанным министерством. Установленная сумма материального ущерба составила 27 миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении Сухумского городского суда. Тот же суд направлен для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению государственного нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы Джопова Кристины Анатольевны в совершении служебного подлога и пособничестве в покушении на мошенничество в особо крупном размере с соучастником преступлений Каракьян Седой Алексеевны. Предварительным следствием установлено, что государственным нотариусом Джопова была незаконно изготовлена путем внесения заведомо ложных сведений от имени умершей 2 сентября 2021 года Пащан доверенность о возложении полномочий на получение причитающейся пенсии во всех структурах подразделения Сбербанка Абхазии и в любых коммерческих банках Республики Абхазия на Каракьян сроком на 3 года, с использованием которой последняя в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии обналичила пенсионные средства, выплаченные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Республики Абхазия, однако свой преступный умысел, направленный на хищение средств в особо крупном размере, не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам ввиду выявления Пенсионным фондом Российской Федерации и Республики Абхазия факта смерти Пащан и приостановления пенсионных начислений. После расширенного доклада Дамира Квицыня о работе органов прокуратуры за 2022 год отчитались прокуроры городов. По завершении выступлений оценку проделанной работе дали вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и председатель Верховного суда Саида Будба. В первую очередь хочу поблагодарить за проделанную работу. Сегодня мы приняли информацию о проделанной работе за 2022 год. Безусловно, огромный объем работы проходит через ваши плечи. И, безусловно, закон, который регламентирует вашу деятельность, закон о Генеральной прокуратуре, приказы Генерального прокурора не являются панацеей, если не будет людей, которые профессионально выполняют свой долг. И я хочу с большим удовольствием отметить, что ваш коллектив является профессиональным коллективом и коллектив, на который возложены очень серьезные задачи. За последнее время прекратились такие тяжкие
преступления, как похищение людей, некоторые другие тяжкие преступления. Однако мы не можем сказать, что это уже утвердившаяся такая тенденция. Расслабляться нам нельзя здесь. Надо продолжать эту работу, усиленно этим заниматься. Вместе с тем, с некоторыми другими видами тяжких преступлений, такая уж благополучная ситуация, как мы видим из доклада, и это очевидно и для наших граждан. Здесь нужно усиливать эту работу. Ну, неплохая, я думаю, даже хорошая в некоторой степени раскрываемость преступлений, особенно тяжких видов. Если мы говорим о результатах работы прокуратуры за 2022 год и о планах на 2023 год, по имеющейся информации, Генеральной прокуратуры как субъектом права законодательной инициативы внесен новый закон о прокуратуре в парламент. Я знаю, что это не закон о внесении конкретных точечных изменений и дополнений в этот закон, это новый закон о прокуратуре. Верховный суд еще не ознакомлен, не был представлен, тоже мы являемся правым субъектом законодательной инициативы, нам он еще не был представлен, но очень надеюсь, что в этом проекте закона нашли отражение в консолидированном виде все ваши чаяния. Подвел итог расширенного заседания коллегии генеральный прокурор Адгур Агрба. Генпрокурор отметил, что в 2022 году была проделана объемная работа благодаря слаженной работе всего коллектива. Но мне бы хотелось отметить одну ситуацию, о которой сегодня в обществе очень много говорят. Это дорожно-транспортные происшествия, которым мы уделили очень большое внимание в 2022 году, в частности, органы прокуратуры. Мы все видим, что количество смертности на дороге возросло в 2022 году на 22 человека. Это, конечно же, очень плохой результат. Но тут нужно отметить, что эта ситуация, она носит комплексный характер. Она возникла не сегодня, не вчера. Она существует на протяжении многих лет, послевоенных лет. И, к сожалению, она не решена. В прошлом году органами прокуратуры для того, чтобы как-то повлиять положительно на эту ситуацию, была создана рабочая группа с участием представителей Министерства внутренних дел, и был разработан новый проект поправок в административное законодательство, который, по нашему глубокому убеждению, может повлиять на эту ситуацию. И эти поправки в настоящее время находятся в парламенте. Была проведена очень большая работа. Поправки были направлены в администрацию президента, там они были доработаны, позже были уже направлены в Народное собрание. Они нацелены в первую очередь ужесточить наказание в отношении лиц, которые нарушают правила дорожного движения. По результатам подготовлен проект решения коллегии Генеральной прокуратуры, который будет переслан в городские и районные органы прокуратуры для исполнения. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Парламент Абхазии 1 марта потребовал отмены решения правительства о передаче в аренду ООО «Страна души» Альта и ИП «Багапш» санаторий в Сухум и Сухумске. Основанием для принятия постановления стало нарушение правительством Абхазии при принятии соответствующих решений Международного Абхазо-Российского соглашения по военным базам и закона о международных договорах при передаче данных объектов в аренду коммерческим организациям. Депутаты парламента указывают в постановлении, принятом сегодня, 1 марта, что согласно нормам международного права внесение изменений в Российско-Абхазское соглашение должны быть ратифицированы парламентом. Правительство приняло решение о передаче данных объектов без ратификации парламента, что является грубым нарушением закона о международных договорах. На этом основании парламент Абхазии требует от правительства отмены принятых ранее решений. Визиты президента Республики Абхазия в Российскую Федерацию и Республику Беларусь станут темой пресс-конференции президента Абхазии Аслана Бжаня, которая состоится в среду 2 марта в Малом зале администрации президента Республики Абхазия. Требует внеочередного заседания сессии парламента с целью публичного обсуждения нарушения президентом присяги и возможности его дальнейшего исполнения своих обязанностей. В своем заявлении Комитет по защите суверенитета Республиканской общественной организации Айтгалрахет Саяйра, экспертный фонд АМТА, организация Саркиал, как в частности отмечается в распространенном во вторник заявлении.
Вызывает недоумение информация, распространенная в официальных СМИ, о том, что на встрече с президентом Абхазии вице-премьер правительства Российской Федерации Александр Новак поручил ускорить принятие в Абхазии закона об инвестиционной деятельности. Во-первых, никто не может давать поручения главе суверенного государства. Такое положение дел противоречит Конституции Республики Абхазия, создает ненужное напряжение в отношениях со стратегическим партнером. Во-вторых, одной из основополагающих основ конституционного строя Республики Абхазия является принцип разделения властей. Поэтому президент не может брать на себя обязательств, относящихся к компетенции Народного собрания. С полным текстом заявления оппозиционных организаций можно ознакомиться на их официальных ресурсах. Эти же общественные организации во вторник подтвердили безоговорочную поддержку лидеру АЯРа, герою Абхазии Вианору Ашба, который в начале февраля объявил о подготовке акций протеста против действий руководства Абхазии. Известная республиканская общественная организация также отреагировала на обращение к общественности героя Абхазии Ашба Вианора Григорьевича. Мы провели высший совет, на котором было принято коллективное решение о безоговорочной поддержке обращения Вианора Григорьевича. Несколько слов хотел бы сказать, мы уже говорили об этом на площадке Айткылара. Считаю необходимым это еще раз повторить. Никакой протест не происходит на пустом месте. Мы неоднократно и здесь, в этой студии, собирались, и на других площадках, говорили о тех проблемах, которые есть, обращались официальными документами, но, как я говорил раньше, никакого ответа не последовало. В таких условиях мы считаем в Айткылара, что единственной формой, которая предусмотрена нашей Конституцией, остаются акции протеста. Говорил, еще раз хочу повторить, что у нас почему-то считают, что акции протеста – это обязательно нарушение закона. Формы проведения акций протеста, они разные. И я думаю, что мы должны, и буду призывать к этому, мы должны эту акцию протеста провести в строгом соответствии с законом. Еще раз повторюсь, республиканская общественная организация Айткылара свое мнение по этому поводу высказывала, и я сегодня эту позицию подтверждаю. Мы, безусловно, поддерживаем и будем делать все для того, чтобы эта работа была проведена организованно и качественно. Государство в опасности. Такой стала тема брифинга представителей общественного движения Абхазской национальной конференции на площадке Арсмира. Группой научной творческой интеллигенции Абхазии еще в 2020 году было решение создать такой научно-аналитический центр, Абхазская национальная конференция, которая бы взяла бы на себя ответственность генерировать идеи по выработке концепции, идеологии, о становлении и развитии самодостаточного независимого абхазского государства. И надо сказать, что вот в течение последних времени мы проводили определенные исследования, имеем определенные наработки, есть определенные результаты. В ближайшем будущем мы собирались провести еще научно-практическую конференцию, где бы мы высказали бы свое видение, предложили бы общество. Однако наш сегодняшний брифинг и так далее, мы видим, что вызвано тем, что мы видим, что события в стране ухудшаются. И может показаться, что все эти наши выработки может завтра никому не понадобиться, то есть поскольку те негативные, разрушительные процессы, в основе которых лежит еще давно, еще десятилетия назад возникли, сегодня приобретают очень угрожающий характер для нашего государства. И они ускоряются. Парадокс еще заключается еще в том, что нынешняя власть не то, что предпринимает попытки решения этих проблем, но принимают такие действия, откровенно говоря, трудно объяснить, рационально трудно объяснить эти действия, которые направлены против интересов, национальных интересов, которые ускоряют, углубляют это разрушительные тенденции, которые проходят в нашей стране сегодня. Вызывает то еще недоумение то, что власть
пытается, значит, принять те или иные решения, противоречащие интересам, коренным интересам нашего народа, который ставит под угрозу будущего вообще нашего народа, который вызывает резко отрицательную реакцию со стороны общества, пытаются чуть ли насильно внедрять в наше общество. То есть мы видим, что общественное мнение перестало влиять на власть. То есть власть игнорирует общественное мнение Абхазии, что вообще никогда не было характерно для Абхазии. Подробности в наших ближайших выпусках новостей. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с депутатами парламента, представляющими избирательные округа Сухумского района – Фазлибеем Авицба, Ливоном Галустяном и Каном Кварче. Они обсудили список объектов в районе, нуждающихся в ремонте и восстановлении. Особое внимание уделили дорогам, энергетической инфраструктуре, объектам водоснабжения и детским площадкам. Вопросам материально-технического обеспечения Абхазской гостелерадиокомпании, повышения качества теле- и радиовещания, оперативного предоставления гражданам социально значимой информации посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с гендиректором АГТРК Ириной Аграба. Было акцентировано внимание на необходимости большего вовлечения руководителей органов государственной власти и управления в информирование общества о принимаемых и реализуемых решениях, сообщается на сайте Кабинета министров. Министерство сельского хозяйства Абхазии приостановило прием заявок на участие в ведомственной целевой программе развития сельского хозяйства на 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства. Всего на участие в программе было подано 264 проекта на общую сумму 167,9 миллиона рублей. Всего на программу в 2023 году было выделено 90 миллионов рублей. Из бюджета отбором подходящих проектов займутся рабочие группы, которые будут в том числе выезжать на место предполагаемой реализации проекта. Один из ключевых свидетелей Зухраб Шинкау опроверг свои показания в суде. Он сообщил, что не передавал автомобильные номера А-122РН Эрику Чкадо. Такие показания его вынудили дать сотрудники правоохранительных органов, применяя физическое и моральное давление. Также в суд снова приглашали свидетеля Наиду Милитян для устранения противоречий в ее показаниях. Подробности в специальном репортаже Надежды Боровиковой в нашем эфире. Делегация Абхазии во главе с министром внутренних дел Республики Абхазия Вальтером Будбо в ходе визита в Республику Южная Осетия посетила административное здание совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия. Представители МВД Абхазии ознакомились с деятельностью совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Во время визита сотрудники СИКЦ ОВД Южной Осетии и Российской Федерации ознакомили абхазских коллег с комплексом зданий и сооружений. Показали им технические возможности криминалистической лаборатории, рассказали об этапах становления центра. Министерство внутренних дел Республики Абхазия прибыло с рабочим таким визитом в Республику Южная Осетия для организации взаимодействия на должном уровне, для перенятия опыта в части создания на базе совместного информационно-координационного центра отдела экспертиз, ознакомились с их расположением, требованиями к данного рода подразделениям. В результате мы увидели, что оно очень востребовано как в Южной Осетии, так и в Абхазии для проведения специальных экспертиз. Как, например, у нас есть обостренная проблема при решении в рамках возбужденных уголовных дел экспертиз в части автотехнической экспертизы и ряда других экспертиз, которые мы хотели бы также проводить на территории Республики Абхазия, используя ресурсы совместного информационного координационного центра. Это нам позволит выиграть время, то, что очень важно при расследовании уголовных дел, выиграть время, качественно собирать доказательную базу.
Вот в этой связи мы здесь находимся, мы действительно впечатлены и много чего мы можем перенять и многому научиться в этой части. И я думаю, это придет и пользу принесет и Республике Абхазии, и Южной Осетии тоже принесет пользу в части взаимодействия. Мы их пригласили с рабочим визитом также в Абхазию. Думаем, надо создавать уже взаимоотношения, вывести на такой уровень, чтобы мы могли решать проблемы быстро и качественно. Я считаю, что как министр внутренних дел, что визит носит очень плодотворный характер. У нас есть моменты, по которым мы можем сотрудничать, делиться опытом друг с другом. Допустим, нас интересовали такие моменты, как я и вчера озвучил, что у вас имеется большой опыт обеспечения безопасности туристов, которые приезжают в Абхазию. Вот. И вот эти все наработки, конечно же, нам были бы очень интересны. И также вот по линии совместных информационно-координационных центров, как известно, у нас это данный совместный информационно-координационный центр, он уже создан, да, он уже практически имеет практический опыт работы. И нашим абхазским коллегам как было интересно заимствовать наш опыт как у первопроходцев. Так что примерно вот эти вопросы мы обсуждали. Сотрудники МВД Абхазии задержали в Сухуми Леона Минджи. По версии следствия, 25-летний мужчина, являясь председателем Ассоциации силовых структур Абхазии, за деньги обещал россиянину оказать содействие в получении абхазского паспорта и требовал 300 тысяч рублей. Смотрите материал пресс-службы МВД. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативный эксперимент по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Чемчирского района Минджи Леон Леревич, 1998 года рождения. Последний, являясь председателем общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере, денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей путем обмана взял на себя заведомо неисполнимое обязательство об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. Так, оператор, уважаемые понятые, обратите ваше внимание. Денежные купюры достоинством 5000 рублей. Сейчас я в присутствии вас их пересчитаю. При этом заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство Республики Абхазия на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджи, обратился в правоохранительные органы. В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150 тысяч рублей, которые получил от доверенного лица заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджи в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджи произведено задержание последнего с поличным. Реализовали оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД. В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджи последний показал, что, пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, вошел в доверие путем обмана и в нарушении закона Республики Абхазия о гражданстве получил от гражданина Российской Федерации в лице его посредника денежные средства, о чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного. Уголовное дело, возбужденное в отношении Леона Минджи по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 29, частью 4 статьей 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует Следственное управление МВД Абхазии. У 2 граждан Армении, проживающих в городе Сухум, изъято незаконно ввезенное в Республику Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере. Граждане были задержаны после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ.
У 2 жителей столицы изъято незаконно ввезенное в Республику Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере. Гражданин Григорян Миружан Арменович, 1991 года рождения, Манукян Артак Араикович, 1993 года рождения, задержаны сотрудниками УКОН МВД Республики совместно с СГБ Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ. При личном досмотре, проведенном в служебном порядке, у гражданина Григоряна обнаружен и изъят сверток с психотропным веществом амфетамин, что установлено в результате исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. В ходе осмотра автотранспортного средства, на котором данные граждане следовали в качестве пассажиров, в салоне сотрудниками милиции обнаружено и изъято 15 свертков с веществом светлого цвета внутри и 207 капсул желтого цвета. Изъятое в ходе осмотра автомобиля является наркотическим средством мефедрон порядка 15 грамм, а содержимое капсул общим весом свыше 62 грамма является запрещенным в свободном обороте на территории Республики Абхазия психотропным веществом прегабалин. В отношении граждан Григорян и Манукян следственной группой линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия по части 3 статьи 223 и части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Последнее решением суда города Сухум заключены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. На российско-абхазской границе пик мимозового сезона. В преддверии праздника 8 марта из Абхазии в Россию ввезено порядка 100 тонн букетов. Только за последние сутки ввезено более 26 тонн цветов. В 2022 году было импортировано порядка 150 тонн мимозы. В текущем году поставки ожидаются на уровне прошлого года. Бригады РУП АЖД совместно с российскими специалистами завершили ремонтные работы на железнодорожном мосту Мочарка. Были заменены 140 гнилых деревянных шпал на железобетонные. Сменили дефектный рельс 25 метров. Произведена регулировка стыкового зазора с заменой еще одного рельса 12 метров, а также балластировка и выправка пути. Ранее такого рода капитального ремонта на мосту не проводилось. Аналогичные работы будут выполнены и на других железнодорожных мостах. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных художественных и документальных фильмов к юбилею Победы. В Министерство культуры поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Третий этап конкурса – написание сценариев у участников, прошедших второй этап. 10 мая пройдет 4-й этап – определение победителей. С 11 мая уже начнется 5-й этап съемки фильмов. На это будут выделены 3 гранта. 2 из них в сумме по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. На съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей. Сохранению абхазского языка и проблемам демографии в Абхазии был посвящен круглый стол Совета старейшин и общественных организаций, который состоялся в столице по инициативе общественной организации самосохранения. Видеоотчет заседания смотрите в наших эфирах в ближайшие дни. Уберечь от инвалидности значит сохранить работоспособного гражданина. В Сухуме состоялось открытие Ассоциации реабилитологов Абхазии. Специалисты, занимающиеся восстановлением физического и психического здоровья детей и взрослых, решили объединиться в целях развития сферы и каждого из специалистов в частности. А самое главное, чтобы наладить контакт с государственными структурами, чтобы еще эффективнее выполнять свою работу. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Новая ассоциация собрала реабилитологов самой разной направленности. Специалисты в лечебной физкультуре, логопеды, дефектологи, профессионалы, занимающиеся с парализованными пациентами и детьми с расстройствами аутического спектра. Объединились, чтобы еще эффективнее выполнять свою работу и взаимодействовать и со своими подопечными, и с государственными структурами, без помощи которых реабилитационная деятельность сегодня невозможна. По словам министра здравоохранения Эдуарда Будба, в этой области у Абхазии большие перспективы. И хотя сегодня многим жителям Абхазии
приходится выезжать за пределы республики, есть все ресурсы для того, чтобы сделать нашу страну большим реабилитационным центром. Мы десятки людей отправляем на реабилитацию за пределы Республики Абхазия. Это очень нужное и знаковое вообще событие, но если это мы будем делать здесь, внутри, на территории Республики Абхазия, у нас все для этого условия есть, и климатические условия есть. Сейчас уже вот март месяц, смотрите, какая погода в Российской Федерации, минусовая температура, могут люди приехать просто на реабилитацию, бальнеокурорты, просто, допустим, какие-то получить услуги здесь на территории, и не обязательно только в летний период, в межсезонье и так далее. Возглавит ассоциацию реабилитологов Асмат Джинджоля, известный в Абхазии специалист по лечебной физкультуре. По ее словам, первоочередная задача, которую должна выполнить ассоциация, это повышение квалификации реабилитологов и обучение молодых специалистов. Не беря просто регионы, даже в центре Сухума, мы опять-таки настолько не укомплектованы в своих же центрах, именно потому, что у нас нету специалистов, потому что не совсем понимают, что это такое. То есть кажется, что это какое-то образование, что мне надо пройти, где мне надо. Вот для этого в том числе и существует ассоциация. Вы всегда можете прийти к нам, обратиться, мы вам расскажем, покажем, объясним, поможем с поступлением в плане того, чтобы подготовить, помочь обучиться какому-то материалу, повышение квалификации. Мы готовы всегда и открыты принять специалистов для того, чтобы повысить квалификацию. В ходе презентации ассоциации реабилитологов подняли темы, на первый взгляд, напрямую не касающиеся реабилитации, но тесно связанные с работой специалистов. Например, инклюзивное обучение в школах детей с особенностями развития. По словам Анеты Бганба, важно наладить контакт реабилитологов со школьными учителями, чтобы научить педагогов правильному общению с особенными детьми, которых сегодня в школах Абхазии более чем достаточно. В рамках данной ассоциации будет очень интересно рассмотреть вопросы взаимодействия сообщества логопедов, дефектологов, психологов, коррекционных педагогов, нейропсихологов и рассмотреть вопрос повышения компетентности специалистов образовательных учреждений, которые должны быть готовы к стихийной инклюзии. По словам специалистов в области восстановительной медицины, множество их пациентов могли бы избежать интенсивной терапии, если бы в детском возрасте получили необходимую поддержку. Как рассказывают реабилитологи, к ним приходят десятилетние дети с ожирением и полным отсутствием необходимой двигательной активности. По словам заместителя министра просвещения, тут во многом виновата система образования. Ведь в школах не налажено полноценное питание для учеников. Какое у нас в школе школьное питание? Да буфет, булочки, там что-то перекусил, но именно, с профессиональной точки зрения, сбалансированное питание. Или вообще, как-то так получается, что, к сожалению, из-за децентрализованности, это парламентарий к вам, особенно наш закон сейчас продвигается, из-за децентрализованности нашего системы образования, к сожалению, на многие моменты, на многие направления мы не можем воздействовать в полной мере. Нет полноценных занятий спортом в рамках школьной программы. И тут тоже виновата система, не обеспечивающая непрерывный учебный и просветительский процесс в школах, в том числе и в области физической культуры. Школа не должна закрываться в 2 часа или в 3 часа. У нее жизнь должна продолжаться до самого вечера. Только меняя какие-то виды деятельности, ребенок тогда может прочувствовать, что у меня склонности к этому предмету или в этой области у меня больше, к этой области у меня больше интерес. Только таким образом мы сможем. Да, это огромные ресурсы. Ассоциация реабилитологов в Абхазии только начинает свою работу, но уже готова консультировать по всем интересующим вопросам. И тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто желает пополнить ряды реабилитологов. В ближайшее время пройдут курсы повышения квалификации для уже работающих специалистов. К нам приедут в конце апреля, предварительные даты, к нам приедут из университета Сеченева на повышение квалификации. То есть это будет такая первая масштабная конференция непосредственно для реабилитологов Республики Абхазия. Поэтому у нас с ними будет очень тесный контакт, потому что они в том числе и готовы принять и наших специалистов для повышения квалификации непосредственно уже у них. То есть это и в центрах, и в университетах. Обеспечить доступ к реабилитации как физической, так и психологической, как можно большее число нуждающихся. Значит, сделать здоровее население республики. Уберечь от инвалидности значит сохранить работоспособного гражданина, который может трудиться на благо страны, а не обременять государство. Это и есть миссия новой ассоциации. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ.
Новости АГУ. Ректор АГУ, академик Олег Огварами, находится с рабочим визитом в Москве. Он примет участие в работе 15-го съезда Евразийской ассоциации университетов, который пройдет со 2 по 3 марта. В повестке дня съезда обсуждение деятельности ассоциации и направления дальнейшего развития организации. Ректор АГУ будет докладывать, как реализуется подход к болонской системе образования в Абхазии и проведет в Москве ряд рабочих встреч. В работе съезда также примут участие первый проректор, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар. Об этом сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета Алхаз Чхамалия. Согласно положению о стипендиальном обеспечении обучающихся в АГУ, в университете установлена государственная академическая базовая стипендия студентам, государственная социальная базовая стипендия, государственная стипендия аспирантам, государственная повышенная академическая стипендия, специальная государственная стипендия президента Республики Абхазия, именные стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами. Размеры стипендий от 1 до 3 тысяч рублей. Специальными именными стипендиями, учрежденными указами президента Абхазии, являются стипендии имени Владислава Арденба и Сергея Багапш. В АГУ также назначаются и выплачиваются повышенные академические стипендии, среди которых стипендии имени Дмитрия Гуля, Баграта Шинкуба, Георгия Дзидзария, Юрия Воронова, Зураба Анчабадзе и другие. Студенты АГУ также получают стипендии от первого мобильного оператора «Аквафон GSM». Вышла в свет книга «Хрестоматия абхазской детской литературы. Вторая часть». Составитель и автор предисловия Диана Аджинджал, заведующая кафедрой абхазской литературы, кандидат филологических наук, почетный профессор АГУ. Учебное пособие содержит детские произведения абхазских авторов, а также детские фольклорные материалы. Хрестоматия составлена в соответствии с программой по абхазской детской литературе для студентов Абхазского государственного университета. Научный редактор, доктор филологических наук, профессор, академик Шота Салакаем, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Возвращение легендарного проекта «Новый сезон Апсны Стар» стартовал накануне на сцене Абхазской государственной филармонии. Главная цель – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады, а также популяризация музыкальных композиций, исполняемых на абхазском языке. Проект будет идти год. В течение 2 сезонов с конкурсантами будут работать педагоги по вокалу, сценическому мастерству, стилисты. Ежемесячно в Абхазской государственной филармонии будет проходить один отчетный концерт. Первые 15 конкурсантов уже дебютировали на главной сцене страны. Генеральный спонсор проекта «Аквафон». Все концерты будут транслироваться в эфире нашего телеканала. Слово Элеоноре Гилаян. Полчаса до первого концерта участники за кулисами напевают хиты, отвлекаясь от естественного волнения. Некогда самый популярный проект «Апсны Стар» возвращается спустя 10 лет на сцену новыми именами, форматом и песнями. 15 участников сами готовили свои выступления для первого концерта. Самый старший из вокалистов – 32-летний Аслан Шакая. Он взял на себя ответственность открыть концерт песни Робби Уильямса. Музыкой я занимаюсь с раннего детства, в принципе, с 10 лет. Первый раз я вышел на сцену в 10 лет. Тогда еще были проекты, послевоенные, «Кармацис» назывались. Я и там успел поучаствовать. И уже в дальнейших проектах, которые вот ребята делали, в прошлый раз, между прочим, 10 лет назад, который проект был, в нем я не участвовал. В это время я учился, получал образование. Но, несмотря на мой возраст, я решил поучаствовать, присоединиться ко всем ребятам. И я думаю, что мое присутствие их только радует. Вы производите серьезное впечатление. Вы однозначно понимаете, зачем вы стоите на этой сцене. Вы и как человека, и как зрителя, и как специалиста меня обаяли. Я говорю вам «да».
После выступления наставники Ильда Кучуберия, Саида Агарба и Фая Мархолия выбирали в свои команды по 5 участников. Те конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, сами решали, с кем работать в ходе проекта. Например, Аслан Шакая получил сразу 3 «да» и выбрал команду Саиды Агарба. Кстати, сама Саида – победительница самого первого сезона «Апсны Стар». Это мое начало моего творческого пути. И спустя 10 лет, сейчас я, правда, очень волнуюсь, не меньше, чем участники. И я надеюсь, что я смогу выбрать себе достойную команду. Сейчас уже спустя 10 лет у меня огромный опыт, я многому научилась и с большим удовольствием передам уже свой опыт участникам. Мне есть чем поделиться. Как и 10 лет назад, музыкальный продюсер проекта и один из членов жюри Анри Гумба. По его словам, за прошедшее время выросли новые голоса, и задача проекта – дать возможность им раскрыться. 10 лет мы так надеемся и полагаем, что появились яркие молодые ребята, которых стоит показать. Петь будут все так же, опять же, как и было, вообще как на всех музыкальных конкурсах. Будут перепеваться и мировые хиты, и абхазская музыка. Выбор будет, конечно, в основном то есть выбирать будут участники и их наставники, но продюсеры, конечно, будем принимать участие в этом и какое-то финальное решение принимать по композициям. Вместе с Анри Гумба постоянно оценивать вокалистов будут Нина Джаня и Алхас Ферцба. Участники абсолютно разные по возрасту, стилю и манере исполнения люди. Большая их часть занимается музыкой профессионально. Для кого-то это увлечение. Виктория Лайбия – молодая мама. Для нее проект – важное творческое высказывание. Мне кажется, каждый артист переживает всегда перед любым выступлением, но для меня самое главное, чтобы мы смогли донести наши эмоции и чувства до нашей публики, наших зрителей. Мне хотелось бы просто яркой вспышки в своей жизни, чтобы меня услышали, меня увидели и, естественно, чтобы благодаря «Апсны Стар» построилась моя карьера. Как и 10 лет назад, с участниками будут заниматься специалисты по вокалу. Теперь это их наставники. Актерскому мастерству, сценическому движению. В первых 2 сезонах между участниками на протяжении 4 месяцев идет конкурс, по результатам которого определяются победители. В 3-й сезон попадают победители предыдущих 2. 3-й сезон – финальный. По его итогам определяется 3 победителей. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, подход к организации такого грандиозного для нашей страны проекта, конечно, изменился. Неизменен высокий уровень. Спустя 10 лет реально мы решили вернуться вновь с проектом, который прогремел на всю страну в свое время. Нами двигало то, что в течение 10 лет подросло поколение, новое поколение, которое хотелось бы раскрыть. Потому что у нас в стране, как бы это банально ни звучало, очень много талантливых людей. Иногда нужно просто кого-то подтолкнуть, раскрепостить. Естественно, мысль была, чтобы на нашей эстраде зажглись какие-то новые интересные имена. В этот раз команда, которая будет работать на телепроекте «Апсны Стар», тоже очень большая. Естественно, будут какие-то изменения, нововведения. В принципе, мы пошли по пути, что проект вновь возникший, чтобы не напоминал проект 10-летней давности. Но я думаю, это 1-2 концерта, и все будет очевидно нашим зрителям и телезрителям. В этот раз мы будем в онлайн-формате вещать все занятия наших конкурсантов. Да. На всех, не на всех, но практически на самых популярных площадках, скажем, Инстаграм, Ютуб, возможно, и Телеграм мы будем освещать. И пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить руководство Абаза ТВ за предоставленную возможность транслировать музыкальный проект «Апсны Стар». Естественно, все это благодаря нашему генеральному спонсору «Аквафон». Весь этот творческий праздник возможен благодаря поддержке генерального спонсора проекта – компании «Аквафон». Как и 10 лет назад, «Аквафон» понимает важность развития молодых талантов и дарит им эту возможность на главной сцене страны.
Все мы прекрасно помним проект «Апснастар» 2012 года. В 2019 году этот проект внес весомый вклад в развитие нашей абхазской эстрады. Мы помним, что множество ребят имели возможность реализовать свой потенциал, выступить на нашей эстраде. Были написаны множество хитов. Мы, как компания «Аквафон», очень рады продолжить поддерживать этот проект. Это очень яркий, такой насыщенный звездами, и мы уверены, что в перезагрузке «Апснастар» будут найдены, раскрыты новые молодые таланты. Также будут, естественно, написаны новые хиты, которые мы все полюбим. Также в том числе будут хиты, исполняемые на абхазском языке. Мы, конечно, очень рады поддержать этот проект. Ежемесячно в Абхазской государственной филармонии будет проходить один отчетный концерт. По завершении первого сезона состоится кастинг во второй. Все концерты будут доступны для зрителей Абаза ТВ. Главный приз – обучение в музыкальной академии имени Гнесиных. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 2 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 8,13. Температура морской воды плюс 9. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.